Кем являются татары и башкиры друг другу? Союзники, друзья, братья, там, соседи, партнеры, да? Татары и башкиры, они братья, друзья, партнеры, соседи. Вот из этого списка, который я действительно считаю таким исчерпывающим, я бы скорее больше обратил внимание на такую формулировку, как соседи. Хурши хапы, тангре хапы. Сосед бывает даже роднее брата. Если проанализировать весь, так скажем, исторический накопленный опыт взаимоотношений двух народов, приходишь к выводу, что это здесь совершенно неотделимо и является единым целым. Вот. И здесь непосредственно, находясь в Татарстане, непосредственно столице Татарстана, в Казани, постоянно ведем работу, связанную с тем, чтобы обозначить башкир в Татарстане. Оказывается, в Казани что есть институт семиотики, который разрабатывает синтезатор речи для башкирского языка, переводчик для башкирского языка. То есть, как бы, вот здесь уже пример сотрудничества. Вы не могли бы об этом рассказать? Любой башкирский текст легко может быть превращен в татарский и наоборот, без каких-либо особых там напряжений. И поэтому все, что делается для, допустим, татарского языка, оно полезно и для башкирского, и наоборот. За эти вот 100 лет, сколько вот, за весь 20 век, было накоплено очень много книг, очень много литературы, очень много было генерировано текстов, там, вот, интересных и так далее на башкирском языке, ну и, естественно, на татарском. А если все это совместить, получится просто, ну, как бы, огромнейшее богатство. Например, какие-то такие мировые бестселлеры, типа, допустим, Гарри Поттера, если же, допустим, татарские активисты его перевели на татарский язык, то небольшими хитрыми манипуляциями все эти тексты превращаются в башкирский, ну и считайте, что он переведен и на башкирский. Вопрос, кто мы друг другу, братья, соседи, там, родственники или друзья, я думаю, ну, наверное, ответ на него дает жизнь сама. Вот я, может быть, не совсем с сегодняшнего дня начну. У меня сложилось так, что я, когда учился в школе, у меня было в классе 2 татарина, 2 башкира. И ну, были люди других национальностей. И вот у меня с тех пор всегда было отношение, ощущение, что ну, это мы. То есть не было ощущения, что мы и они, а было мы. И поэтому вот оно как-то так залегло с тех пор. И оно вот внутреннее мое понимание всегда такое было, что мы очень близкие родственники. Всегда двери для сотрудничества и для участия открыты для наших крымских коллег, потому что мы должны мыслить, наверное, категориями не только российскими, но и просто такими широкими категориями того, что у нас, если мы занимаемся культурой, если мы занимаемся наукой, если мы занимаемся гуманитарной сферой, то здесь абсолютно нечего делить. И коллеги. Татары-башкиры — это братья, которые живут в соседних домах. Потому что Татарстан и Башкортостан все-таки территориально соседние регионы, при этом многонациональные регионы. Вот. Народы действительно братские. Единственное, чего надо избегать в этих наших отношениях, это выступать с позиции кому-то там, с позиции старшего брата, например. Потому что в 21 веке как бы гордиться тем, что у тебя все самое лучшее, это немножко странно. Это как бы Германия 1933 года на самом деле. И поэтому вот нам надо действительно стремиться к этому, чтобы, прежде всего, Казани, на самом деле. Башкирские власти как бы заинтересованы в конфликте, а у Казани такого нет. И, значит, Казань, по-моему, просто не должна давать поводов для этого конфликта. А старший брат — это вот как раз то самое. Если вот искать у нас различия искать там сложнее, чем у нас общие у нас все-таки намного больше, чем наши различия. И каждый человек, мне кажется, сам как определяет, мы соседи, братья или партнеры.